Добрый день, уважаемые участники! Предлагаемый вашему вниманию цикл передач, посвященных 90-летию Государственного бурятского академического театра драмы имени Хацана Мустараева. Как мы знаем, сегодня в Бурятии действует 5 государственных театров. Самым старейшим из них является Русский драматический театр имени Николая Бестужева, Бурятский театр драмы имени Хацана Мустараева, театр оперы и балета, театр кукол Ульгер и самый молодой, пожалуй, это молодежный театр. Из них 2 театра удостоены высокого звания академический. Это театр оперы и балета и Бурятский драматический театр. История Бурятского театра уходит в далекие 20-е годы, когда в июле 1929 года выходит постановление коллегии наркомпроса об открытии в Верхнеудинске, тогда еще Верхнеудинск, Дома национального искусства с 2 студиями – театральной и музыкальной. В 1930 году писатель Петр Домбинов, его псевдоним Салбане Туя, написал пьесу «Ошибки прошлого. Силы настоящего», посвященную первому бурятскому ученому Дажи Банзарову. И первое представление студийцев состоялось 25 марта 1930 года после торжественного совещания городской научной общественности, посвященного 75-летию со дня смерти Дажи Банзарова. Главную роль исполнял Намжыл Балдано. Сохранилась фотография того времени. Он одет в бурятский халат и вооружен 2 мечами – черным и золотым. Черный меч с двуглавым орлом свидетельствовал о его полномочиях как царского чиновника, а золотой символизировал силу и науки, вооруженность научными знаниями. И тем, и другим мечами Банзаров защищал интересы своего народа от произвола властей чиновников. И вот на базе этих 2 студий, театральной и музыкальной, правительство республики в мае 1932 года решает открыть Национальный театр. Официальное открытие было приурочено в день 9-й годовщины образования Бурят-Монгольской ССР. Это было 7 июля 1932 года. Спектакль «Прорыв». На бурятском она звучит как «Тағалдау». Это была пьеса, написана Намжилом Балданом. Нельзя сказать, что именно только одним была. Эта пьеса была написана во время поездки в апреле, в мае выпускного курса студийцев техникума в Хоринский район. Они туда выехали для культурного обслуживания посевной кампании. И вот они видели многие моменты проведения как коллективизации. И вот это было положено в основу этого спектакля. И в ходе работы над ним что-то убиралось, что-то добавлялось. То есть это получился такой коллективный труд всех, не только артистов, но и всех работников театра. И вот эта дата, 7 июля 1932 года, считается официальной датой открытия Бурятского театра. Таким образом, в следующем 2022 году театр будет отмечать свое 90-летие. Но рождение ныне любимого и известного театра ознаменовало важный этап развития культуры и искусства советской Бурятии. В первые годы Бурятский театр работал как музыкально-драматический, то есть там могли ставиться и балет, и оперные, и драматические спектакли. И вот в 1949 году происходит разделение на 2 самостоятельных, потому что в это время, где-то в 1950-1951 году, было построено новое здание оперного театра, в котором сейчас он работает. Те актеры, которые были в драматической труппе, остались, основу создали Бурятского драматического театра, музыкальные певцы, они ушли в новый театр оперы и балета. Первое здание был клуб Октябрьской революции, или КОР его называли. Он находился в районе Батарейки.
Буквально в 1935 году, когда труппа уехала на съемки фильма «Наместник Будды» в Крым, Ялту, это деревянное двухэтажное здание со всем, как говорится, театральным имуществом, оно сгорело. Театр, когда артисты приехали с гастролей, стали ставить спектакли на улице Ленина, 46, где вот был долгое время музей природы Бурятии. Это здание всем знакомо. И с 1952 года, когда директором был назначен Балбаров Цирен Аюжанович, ему удалось добиться того, чтобы у театра было свое здание, потому что неудобно было в этом здании и русский театр, и бурятский театр. И вот благодаря упорству, усилию Балбарова Цирена Аюжановича бурятский театр получил новое здание, это здание кукольного театра. И в этом здании труппа проработала 30 лет, по 1982 годы. Но это уже тема следующего нашего разговора. Главное богатство и гордость любого театра – это актеры. 15 выпускников первого выпуска техникума искусств составили основной состав труппы в 1932 году. Они даже некоторые еще были студентами, их привлекли к постановке спектаклей. Среди них были будущая народная артистка Советского Союза, единственная Мария Николаевна Степанова. Народные артисты РСФСР Владимир Холматов, Чеженя Магининов, Найден Гендунова, заслуженные артисты РСФСР Юрий Шангина, Антроп Ильин, заслуженный деятель искусства РСФСР, известный драматург, общественный деятель Намжил Балданов, автор спектакля «Прорыв». Заслуженные артисты Бурятской ССР Жугдур Пакбаин, Софья Халтагарова, Бальжинима Ренчино. Их вот было первых 15 человек, которые открывали первый сезон театра. Но так как бы актеров было очень мало, иногда в некоторых спектаклях им приходилось играть по 2-3 роли. И вот 1933-1934 и до конца почти вот 30-х годов из самодеятельных улусных кружков разных районов приходили в театр, в искусство талантливые самородки, чтобы остаться в нем навсегда и чтобы вписать яркую страницу в историю духовного возрождения своего народа. Позднее они стали ведущими артистами. Это народный артист РСФСР Дагбадажевич Дандуков, народный артист Бурятии Сундуп Рапсалов, заслуженный артист Бурятской ССР Цидым Батнаевич Дамгинов. То есть вот это были актеры-самородки. В репертуаре тех лет значились спектакли как мировой классики драматургии, но так как бурятской драматургии как таковой еще не было, то многие пьесы сочинялись на ходу. И вот стали готовиться кадры. Пьесы же нужно ставить, не только играть, но и ставить. И вот в 1936 году состоялась премьера спектакля Мольера «Тартюф». Это была дипломная работа выпускника ГИТИСа, это город Москва, театральный институт, Гамбоцы Денжапова. И в этом же году вторая выпускница ГИТИСа, Мария Шамбуева, тоже показала свою дипломную работу пьесой «Аюм Белик» Петра Домбинова. Защита, я знаю, что вот Мария Шамбуева состоялась на сцене Дворца культуры ПВЗ. Это сейчас вот на площади Славы, там на горе высоко, есть здание клуба ПВЗ. Клуб ПВЗ назывался. И вот таким образом два уже дипломированных режиссера, выпускники ГИТИСа, конечно, это был уже очень большой шаг вперед в создании на первых шагах Бурятского драматического театра. Но говоря о спектаклях, о репертуаре, там у нас интересно афиши сохранились. Там были такие спектакли, как «Алны Нигын», один из многих, Намжила Балдано, «Жикбин», о жизни аристократов нагинских бурят, «Ошибки прошлого, силы настоящего»,
от мрака к свету. Но тематика первых пьес, она, конечно, была о тяжелой доле, женской доли, там, допустим, о жизни разных слоев бурятского населения. То есть о первых шагах коллективизации, о первых шагах строительства заводов, потому что ПВЗ же начали строить. Вот такая тематика. И в то же время вот, в 1937-1938 годах состоялись премьеры спектаклей, допустим, Корнейчука «Платон Кречет», «Слуга двух господ» Карла Гальдони, «Отелло» Уильяма Шекспира, «Коварство и любовь» Шиллера, была «Падь серебряная» Николая Погодина. И в то же время вот бурятский писатель Жамсот Умунов написал первый вариант пьесы «Сысыгма», которая уже в последующие годы тоже неоднократно в разном варианте ставилась на сцене театра. В 1937 году молодой тогда еще Жамсот Умунов написал «Сысыгму». Было очень много таких разных небольших одноактных пьес, потому что когда они выезжали, допустим, в разные районы с концертными программами, большие спектакли их невозможно было не вывозить, и не было такого пространства клубного, сцены такой. И вот они, такие небольшие одноактные пьесы, писались, и во второе отделение, как правило, была концертная программа, потому что все вот эти молодые актеры, они пели, танцевали и могли декламировать разные стихи, то есть они были очень разносторонне подготовленные. Говоря об авторах первых спектаклей 30-х годов, нельзя не сказать о Александре Васильевиче Миронском. Это москвич, выпускник режиссерско-педагогического факультета Центрального техникума искусств в Москве. По просьбе правительства республики он был командирован сюда, в Бурятию, чтобы помочь в первых шагах создания бурятского театра. Он приехал в 1932 году и стал одним из первых учителей и наставников бурятских не только актеров, но и режиссеров. Миронскому. Он долгие годы работал здесь, потом уже из-за болезни вынужден был вернуться домой. Аполлон Иннокентьевич Шадаев, народный писатель Бурятии, награжден орденом «Знак почета». Он является одним из основоположников бурятской национальной драматургии. Именно его пьеса «Барьеры», комедия «Мырген», драма «Баир», они были первыми национальными пьесами, написанными Аполлоном Шадаевым. Но это не значит, что он один писал. Как правило, вообще первые пьесы писались в коллективном таком соавторстве. И таким образом, и не надо сказать, что вот нам было дано. Были драматурги, у которых по одной, по две пьесы шли, одноактные, но вот я назвала основные, такие самые значимые имена. И вот в самом конце, в 1939-1940 году, труппа театра, весь коллектив стал готовиться к проведению первой декады бурятского искусства в Москве. С 20 по 30 октября 1940 года 800 почти участников декады, посланцы, самые талантливые представители бурятского народа, и семейский хор в том числе, там и казаческие ансамбли, выехали в Москву с большим успехом, но провели вот смотр. Это была вторая вот эта союзная республика, вторая после Киргизии. Вторыми из всех союзных республик они показывали свое искусство. В репертуар они повезли драму, музыкальную драму «Баир». Это Аполлона Шадаева и Гамбота Денжапова. Музыку к этой драме написал Павел Берлинский, тоже приглашенный из Москвы композитор. Постановка была Гамбота Денжапова. А костюм – это очень большой спектакль с большим количеством участников. Костюмы были сшиты по эскизам художников Георгия Ефимовича Павлова и Бориса Болгатановича Чернотова. Они вспоминали, что так как было очень трудно с какими-то красивыми такими тканями, там были драконы, восточно-китайской ткани, то они очень много халатов из датсанских они распарывали и перешивали для героев вот этих спектаклей.
Вторым произведением это опера «Инхабулот Батор». Либретто Намжела Богдано, музыка Маркиана Фролова. Костюмы были сшиты вот к этой опере художником Александра Тимина. Он долгие годы потом работал в театре оперы и балета. Третье такое крупное произведение – это музыкальная пьеса на бурятском языке «Иржин» по пьесе Намжела Богдано. И опять же, сам автор, и сам же он его ставил на сцене. Костюмы были сшиты по эскизам бурятского художника известного Церенжапа Сампилова. То есть тут, видите, когда создавался тот или иной большой такой спектакль, там и художники, и музыканты, и костюмеры, в общем-то, они принимали участие, в общем, всем, как говорится, миром. Декада успешно прошла. Очень многие участники декад были награждены по итогам. Это тема уже следующих наших с вами бесед. С началом Великой Отечественной войны почти весь мужской состав театра ушли на фронт. И 9 актеров и работников театра вернулись в разные годы, приступили к работе в театре. Но многие, те, кто были призваны, и актеры, и сотрудники, и работники, они навсегда остались на поле брани. И каждый год мы 9 мая, когда создаем бессмертный полк Бурятского драматического театра, мы первым носим имена павших в годы Великой Отечественной войны, они всегда у нас бывают в колонии Бурятского драматического театра. А 9 актеров, в том числе и Батажабай Дашрабдан Атбоевич, мы знаем, что он летчик, и Балбаров Цивен Айжанович, их было 9 человек. А те, кто остались у себя здесь в тылу, помогали колхозам в уборке урожая, заготовке дров. И в то же время они не оставляли свою основную специальность. Они ставили пьесы, они писали, вставили на военную такую патриотическую тематику. И они создавали небольшие такие мобильные фронтовые бригады и выезжали на фронт действующий. И они месяцами, 2 месяца, 3 месяца они могли показывать свои концертные программы на действующем фронте. И в то же время, вот в 1944-1945 году поставили на сцене «Снайпер». Были реально такие, прототипами служили, это реальные люди. «Бавжи Барасбадр», такая героическая драма, основанная на эпосе бурятского народа. Это Намжела Богдано. «Кнут Тайши», первую постановку в 1945 году Хасаном Сараевым. «Гроза» Александра Островского, Егор Булычев и другие, это Максима Горького. Были небольшие такие одноактные пьесы, в которые можно было выезжать в районы республики. И здесь вот в 1948 году происходит разделение музыкально-драматического театра на 2 самостоятельных коллектива. Я уже говорила, театр оперы и балет, музыкальная часть труппы и драматический театр. И вот когда уже вот вторая декада 1959 года в Москве проходила, наш театр бурятский драматический был со своим национальным репертуаром, в котором было 5 таких спектаклей. Одним из них был «Барометр показывает бурю» Дашрабдан Батажабая. Это пьеса о Иване Васильевиче Бабушкине, революционере. В августе этого года мы знаем, что будем праздновать столетие со дня рождения Дашрабдана Атбоевича. «Тайфун» – пьеса китайского драматурга Цао Юя. Позже этот спектакль под названием «Гроза» где-то в 2010 году в постановке Владимира Ильича Кондратьева шел на сцене нашего театра. «Горе от ума» – это Александра Грибоедова. «Будамшу» по пьесе Селена Шахжина. Первая постановка «Будамшу» была в 1954 году. 50 с лишним лет идет этот бессмертный спектакль. Он также вошел в золотой фонд бурятского репертуара театра. И все поколения бурятских актеров, начиная вот
от старших и по сегодняшней молодежь, вот Кнут Тайши, Будамши – это классика, это золотой фонд нашего театра. Пятым спектаклем на второй декаде был первый спектакль драматурга Батумунка Пургуева «Это ровесники». Это уже пьеса о современной молодежи того времени, об их думах, чаяниях, их труде. Вот это как раз это репертуар первой декады. В декабре 1959 года постановлением Совета министров РСФСР театру было присвоено имя старейшего писателя, общественного деятеля Хасана Мсараева. Но это в связи с его кончиной. Почему было это имя именно? Потому что очень многие пьесы Хасана Мсараевича Мсараева первыми шли на сцене нашего театра. И вот я же сказала, вот Кнут Тайши в 1945 году, «Ключ счастья». Было много, несколько, где-то порядка 8 спектаклей Хасана Мсараевича Мсараева в разные годы шли на сцене Бурятского театра. С 1959 года театр имени Хасана Мсараева. Но мы знаем, что имя Гамбоцы Денжапова присвоено театру оперы и балета. Это буквально было где-то года 3 назад, да? Все лучшие пьесы драматургов республики, как профессионалов, так и любителей, ныне вошедшие в золотой фонд национальной драматургии, нашли яркое воплощение на сцене театра в прекрасном исполнении актеров всех поколений. И за годы своей деятельности, за 89 лет, театр создал богатейший свой репертуар из произведений русской, советской, мировой классики. И, конечно, тут преобладает наша национальная бурятская драматургия. Бурятский театр является подлинно народным театром. Вся его история тесно связана с жизнью народа. И за большие заслуги в развитии советского искусства Государственному бурятскому театру драмы имени Хасана Мсараева в 1977 году было присвоено почетное звание академический. Это был первый театр восточнее Урала, который удостоился такого высокого признания. А потом уже театр оперы и балета, там и другие театры. И вот в 1982 году театр отмечал свое 50-летие. И прекрасный подарок получил новое издание по Куйбышева 38, в котором мы сейчас вот работаем, с 1982 года. Как раз в дни празднования 50-летия театр был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Я на этом заканчиваю первую часть, это историческая часть. Следующее мы будем говорить о здании театра, пройдемся экскурсии по театру, потом ознакомимся с труппой театра. И последний, 4-й блок нашего цикла будет называться «Театр, Бурятский театр в 21 веке». Как и чем живет театр вот за 20 лет нового 21 века. Спасибо.